Вот чужой материал мы прочтем и лавры как хотим снискать за счет другого писавшего. Ну, зарядка все не... Первоначально. Не работает или что? Я говорю, отключить надо телефон и поставить на зарядку. Быстрее зарядится. Отключила и опять поставила. Первоначально вторая мечеть насчитывала 250 прихожан мужского пола. Да, вот в той стороне татары, где Ташкент, так называемый район, значит, они ходили. А к 1908 году уже 775 человек, 420 мужчин и 335 женщин. Одновременно с разрешением на постройку в должности первого муллы, а также в званиях имама, хатыба и мугалима был утвержден илецкий мещанин Усман Абзяпарович Абзелилов. Вот тут есть годы его жизни, но только год... Да, они вот... тоже с нашими были на высылке. Вот, видите, оказывается, репрессированы они были, да, с их родственниками. С моими родственниками, все Забировы и Абзелиловы. Вот, он родился в 1864 году. Возможно, он даже вот попал в число этих высланных. Уже в 1897 году мусульмане во главе с Рахматуллой Гайсиным возбудили ходатайство о постройке третьей пятивременной мечети, однако она была разрешена лишь в 1902 году. Вот обратите внимание, революция была в 1905 году, когда царский манифест в октябре вышел, когда царь вынужден был под давлением, там, я не знаю, кто ему там, то ли Столыпин, вроде Столыпин, да, в то время был премьер-министром Петр Аркадьевич, под давлением Столыпина, кажется, значит, манифест издал, права, свободы, свобода вероисповедания, свобода совести, все это было декларировано. А вот здесь татары настолько представляли собой, скажем, силу такую, как нынче, по нынешним понятиям-то это охарактеризовать, влиятельную силу, что уже третью мечеть разрешили. Вот прошло 5 лет, и им разрешили. И вот в 1908 году приход объединял, это надо полагать о третьей мечети, 710 человек, 350 мужчин и 360 женщин. И вот эту мечеть приход возглавил тогда мулла Усман Абейдулович Альмеев. Тоже вот есть дата рождения. Ну, спасибо, во всяком случае, вот автору Денисову, молодец, хотя бы из этих разрозненных сведений где-то. Если, конечно, я увижу, что интерес большой у людей, я, конечно, пойду в архив. Я как-то там собирал в архиве материалы. Я с удовольствием пошел бы и поснимал. Но, к сожалению, вот в отличие от казахских братьев, которые очень активно поддерживают вот такого рода ролики, отдают должное моим трудам, татарский соплеменник, к сожалению, не проявляет большого интереса. Невольно вспоминается эпизод, когда, значит, в Татарстане я узнал от нового знакомого туркмена, он студент там был в педагогическом вузе, университете, о том, что где-то 5 татар из Туркменистана прибыли и учатся вместе. Я хотел сделать интервью. Ну, он там, значит, если в подробности вдаваться, говорит, они хотят, чтобы ты, дядя, их в Бахор прирастил, типа ресторана узбекского. Я подсчитал там, сколько мне обошлось бы это. Но это не главное еще было. Я говорю, они хоть говорят на родном языке? Нет, они по-русски. Я говорю, когда мне какой смысл? Я говорю, я должен, это там 5 человек, еще 2 человека, 7 человек должен всем, значит, профинансировать. И в результате они будут сидеть, и там что там они в 10-минутном ролике, там что они скажут на русском языке. Значит, у них в семьях не сохраняются традиции татарские, раз они даже родного языка не видят. Кто, говорю, вот Мишалов? Ну, в России, понятно, там доминирующий язык русский. Но в Туркменистане это туркменский. Я вот пару-тройку видео записал с туркменским студентом Атаджаном. Так он медленно говорил на туркменском, обращался к землякам. Я все понял. Как это можно жить в Туркменистане, извините? Ну, хотя бы вы на туркменском говорите. Скорее всего, они туркменского даже языка не знают, эти татарские. И вот, это вот пример, знаете, ну, не скажу наплевательскую, грубо будет звучать.
равнодушие к языку, к нашим традициям, к вере. Ну, вера – это личное дело каждого, да, это я не могу человека там осуждать. Но к традициям, извините, там как, если тебе, значит, корова имя, у тебя должно быть молоко и в имя. Если у тебя нет ни молока, ни в имени, что толку в твоем коровьем имени? Ну, если носите татарской фамилии, имя, вы хотя бы предков своих помните. Я не могу требовать, ой, родной язык изучайте. Ну, предков своих должны знать, благодаря кому вы на свет появились. Вот казахские братья, я думал, если послушать, они мне лайки поставят, комментарии. Жахсой, жахсой, правильно? У казахов до какого колена даже помнят всех родственников. А у нас вот, у русских тоже, кстати, Иван Непомнящий родства говорили с осуждением о людях, которые своих предков не знали. Это какой-то, знаете, нигилизм такой, то ли хотят этим похвалиться, что ничего не знает. С каких пор этот человек своим невежеством стал этот кичиться? Кичиться, если позволено, можно знанием чего-то. Ну вот, не знаю, извините, вот вспылил немножко. Поэтому вот я эту тему, думаю, надо продолжать нашу тему. И обязательно надо вот эти исторические мечети Соль-Илецка. А то я, родители наши, вот в завершении этого сюжета хочу сказать, мама наша, вот она, все вот им родственница по этой линии, сказала же, вот наша уважаемая Найля Ханум, что у каждого здесь, у них по мужской линии, у каждого по 2 жены было. Вот, и поэтому очень большое потомство. Но, как известно, я вот боюсь ошибиться, но в исламе где-то есть, там сказано, Аллах, значит, наградил его большим потомством за усердие. Вот видите, мечети строили, и у них, значит, Аллах их наградил и потомством, и не буду дальше, в общем, детализировать, чтобы кому-то, значит, дискомфорт не нанести, вот, душевный. Вот, что хочу сказать. Люди сохраняют память о своих предках. Они делятся этим. Это вообще явление такое похвальное. Я думаю, что и сейчас бы вот неплохо бы вот шаджаря, так называемое генеалогическое древо, многие восстанавливают, пытаются воссоздать своих предков. Ну, а там просто имена написаны и все. А чтобы, значит, предания какие-то семейные собирать, нет у нас, к сожалению. Так, ну все тогда, я пока на этом завершаю вторую часть нашего видео «Татары Сольграда». Думаю, что кого-то это, как сказать, стимулирует на воссоздание истории рода своего. Нам, татарам, надо брать пример с братского казахского народа, который бережно относится к истории своих предков. Потому что это, знаете, это все равно, что человек, который пренебрежительно относится, это самое страшное пренебрежение, на мой взгляд, это забвение. И человек, когда придает забвению память своих предков, он как бы, знаете, вот как человек пошел к реке, и вот дом его стоит у реки, а он пошел к истокам реки и нагадил там. Это своего рода вот человек гадит истоки реки, он забвению придает. Ну, громкое сравнение, но, простите уж, первое, что в голову пришло. Ну, все. Спасибо за внимание. Надеюсь на то, что вы своими комментариями, лайками, поддержкой, словами поддержки стимулируете меня на создание новых роликов, вдохновите на новые сюжеты. Спасибо. Рахмет. Всего доброго.